В Хандыге на днях открыли год дополнительного образования. Сегодня преподаватели работают по 3 направлениям, но с этого года работники собираются расширить список кружков и факультативов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Со сцены собравшихся поздравили заместитель главы района по социальным вопросам Петр Новгородов, начальник Тампонского управления образования Саргалана Андросова, которая передала символ года воспитанникам учреждений дополнительного образования. Затем педагоги и обучающиеся представили свои творческие номера. Преподаватели Джабарики-Хаинской средней школы работают по 3 основным направлениям – спортивное, декоративно-прикладное творчество и вокально-хоровое искусство. Но новые времена требуют открытия и разных технических кружков, поэтому необходимо привлекать к работе сторонних специалистов. Вот, к сожалению, в других, например, техника, фотоискусство, робототехника, мы не можем по причине того, что нет специалистов. Вот хотелось бы, чтобы привлечь извне, из жителей поселка, например, чтобы они развили еще какие-то направления, а мы поможем, чем сможем, в школе. Юный борец Иса Хамутаев 6-й год обучается в спортивной школе маленького села Новый Ингинского Наслега. В будущем при поддержке известного тренера, мастера спорта по вольной борьбе РСФСР Михаила Амосова мечтает стать олимпийским чемпионом. Несмотря на то, что наша школа находится в деревне, у нас очень большие успехи. Надеюсь, что еще будет больше успехов. За долгие годы в сфере деятельности дополнительного образования назрело много проблем. В том числе необходимо обновление материально-технической базы, повышение заработной платы. Педагоги надеются, что в год дополнительного образования многим вопросам будет уделено особое внимание. Мария Винокурова, Гаврил Семенов, НВК Саха, Хандыга.